12 марта президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, с государственным визитом прибыл в город Бишкек Кыргызской Республики. В международном аэропорту Бишкека высокопоставленного гостя, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с особым уважением и теплотой встретил глава принимающей страны, президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Жапаров. В целях приема высокопоставленного гостя президента Республики Таджикистан площадь аэропорта Бишкека была празднично украшена государственными флагами обоих государств, фотографиями президентов Таджикистана и Кыргызстана, лозунгами, воспевающими дружбу народов двух соседних стран. Для встречи расстелена красная ковровая дорожка, по обе стороны выстроен почетный караул. В знак особого внимания и почести в адрес главы нашего государства на площади аэропорта также были продемонстрированы отдельные элементы кыргызской культуры, такие как юрты, кони, охотничьи беркуты, народная музыка и танцы. Ajoyip ehtiramdar halkdore, çumongay muhtaram Emomali Rahmon. Kadam kuşmondet bar mulki moyon, şumo payvand kari rohi buzurget. Эй, kadam kuşmondet Emomali Rahmon. 12 марта президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках государственного визита в Кыргызскую Республику посетил национальный парк Алла-Арча. Здесь главы двух государств, уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Садыр Жапаров, посетили национальный парк Алла-Арча и культурную выставку, организованную в ознаменование визита президента Республики Таджикистан. Следует отметить, что национальный парк Алла-Арча расположен на высоте 2000 метров над уровнем моря, в 40 километрах от столицы Кыргызстана, города Бишкека. Национальный парк состоит из красивых природных зон и является прекрасным местом для пеших прогулок. В ходе визита главы государств осмотрели здесь прекрасные пейзажи сада и выставку ремесел кыргызского народа. Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, провел искреннюю беседу с ремесленниками и высоко оценил их мастерство и качество народных изделий.
Бишкеке президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил также исторический комплекс и мемориал Ана-Бейит. Глава государства в знак уважения к истории и литературе кыргызского народа возложил венки к памятнику Уркун и к мавзолею известного писателя Чингиза Айтматова. В новом комплексе зданий правительства Кыргызской республики состоялась церемония официальной встречи президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Автомобиль главы нашего государства сопровождали кыргызские всадники верхом на лошадях, украшенных с особым национальным колоритом. Президента Таджикистана тепло встретил президент Кыргызской республики, уважаемый Садыр Жапаров, и пригласил на почетный подиум. Церемония официальной встречи проходила с построением подразделений почетного караула и военного оркестра духовых инструментов, рапортом командующего почетным караулом, исполнением национальных гимнов обеих стран и знакомством с членами официальных делегаций. Sizin gelişinizge Ulutluk Gvardiyanın Ardak Karaul Rotası'nın atından ıslık salamımızı bildiririz. Rotanın komandiri Gvardiyanın Uluk İltnantı Sabırcanov. Вице-премьер-министр Торбаев.
По завершении официальной церемонии встречи состоялись переговоры президента Республики Таджикистан и президента Кыргызской Республики с участием официальных делегаций. В ходе переговоров были подробно обсуждены актуальные вопросы таджикско-кыргызских отношений, а также перспективы их развития. Особое внимание было уделено реализации мер по наращиванию торгово-экономических связей и использованию возможностей двух стран в этом направлении. В рамках переговоров главами государств принято решение об учреждении Межправительственного совета под руководством премьер-министров. Этому новому механизму поставлена задача увеличить объем взаимной торговли до $500 миллионов. Расширение отношений в перспективном секторе промышленности, создание совместных предприятий, сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, реализация региональных проектов, прежде всего КАСА-1000, использование водных ресурсов, развитие транспортно-коммуникационных связей, взаимовыгодное использование транзитных и транспортных возможностей были важными вопросами переговоров на высшем уровне двух стран. На встрече соответствующим ведомствам было поручено принять практические меры по восстановлению воздушного движения между странами, а также маршрутов пассажирского транспорта, в том числе между приграничными районами. Важное место в переговорах заняли вопросы расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, науке и образовании, туризме, молодежной политике и спорте. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по вопросам совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, трансграничной организованной преступности, в том числе киберпреступности и незаконным оборотом наркотиков. В общей сложности было подписано 16 новых документов о сотрудничестве, среди которых меморандум о сотрудничестве между Агентством по экспорту при правительстве Республики Таджикистан и государственным учреждением Центр по развитию и продвижению экспорта «Кыргыз-Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии между Комитетом продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан и ветеринарной службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Протокол между таможенной службой при правительстве Республики Таджикистан и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызской Республики об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой. Программа сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах между Лахшским районом Республики Таджикистан и Чоналайским районом Ошской области Кыргызской Республики на 2025-2027 годы. Программа сотрудничества между Горно-Бадахшанской автономной областью Республики Таджикистан и Ошской областью Кыргызской Республики в торгово-экономической и культурной сферах на 2025-2030 годы. Соглашение об установлении побратимских связей между городом Душанбе Республики Таджикистан и городом Бишкек Кыргызской Республики. Программа сотрудничества между Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан и Государственным агентством по физической культуре и спорту при Кабинете министров Кыргызской Республики в сфере физической культуры и спорта на 2025-2027 годы. Программа сотрудничества между Комитетом по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан и Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики в сфере молодежной политики на 2025-2027 годы. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан и Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров Кыргызской Республики о сотрудничестве в сфере обеспечения сейсмостойкости, развития энергоэффективных и зеленых технологий и градостроительства. Меморандум между Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий. Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством финансов Кыргызской Республики о сотрудничестве и обмене информацией в сфере надзорной деятельности за лицами, осуществляющими операции сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем. Соглашение в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства
Республики Таджикистан и Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и Кабинетом министров Кыргызской Республики по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам. Соглашение между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой о строительстве и использовании автомобильных дорог, об устройстве и использовании перекрестка автомобильных дорог. По итогам переговоров глав государств Таджикистана и Кыргызстана состоялась церемония подписания двусторонних документов. Уважаемый Эмомали Рахмон и уважаемый Садыр Жапаров подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении уз дружбы и добрососедства и договор между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой о государственной границе. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Кыргызской Республики, уважаемый Садыр Жапаров, приняли участие в виртуальной церемонии открытия 2 контрольно-пропускных пунктов на государственной границе Таджикистана и Кыргызстана. В соответствии с поручением глав 2 государств ожидается восстановление наземного и воздушного сообщения. Церемония прошла при участии руководства и жителей приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана. По итогам переговоров на высшем уровне между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой состоялась пресс-конференция с участием глав 2 государств, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Кыргызской Республики, уважаемого Садыра Жапарова. Уважаемый Эмомали Шарипович, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, сегодня мы принимаем в Кыргызской Республике уважаемого президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона с государственным визитом. В ходе визита мы провели обстоятельные переговоры, которые прошли в дружеской атмосфере, деловом и конструктивном ключе. Подробно рассмотрен широкий спектр политических, экономических и культурно-гуманитарных вопросов. Состоялся обмен мнением по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Мы с уважаемым Эмомали Шариповичем подтвердили свою решимость принять необходимые меры для дальнейшего всестороннего укрепления уз дружбы и добрососедства между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан. Отметили историческую значимость подписанного в рамках государственного визита договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе. Заявили, что отныне и навсегда кыргызско-таджикская государственная граница останется границей вечной дружбы 2 братских стран и народов. Мы подтверждаем, что будут приняты комплексные меры для поступательного развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах. В этих целях будет в полной мере использован потенциал Межгосударственного координационного совета, правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы и Совета министров иностранных дел. Мы приняли решение преобразовать межправительственную комиссию по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества в Кыргызско-Таджикский межправительственный совет, который будет возглавляться председателем Кабинета министров Кыргызской Республики и премьер-министром Республики Таджикистан. Мы провели церемонию открытия в режиме онлайн 2 пунктов пропуска Кайрагач и Кызылбель. Отметили, что в предстоящий период будут приняты необходимые меры для качественного развития торгово-экономического сотрудничества путем эффективного использования экономического потенциала 2 стран в целях обеспечения прорыва в этом направлении. Приветствуем подписание в рамках государственного визита соглашения
между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан о строительстве и использовании автомобильных дорог, об устройстве и использовании перекрестков автомобильных дорог и соглашение между Кабинетом министров Кыргызской республики и правительством Республики Таджикистан по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам. Здесь же я хотел бы с удовлетворением отметить возобновление авиаперевозок и надеюсь, что скоро также возобновятся автобусные маршруты и наши граждане начнут общаться друг с другом. Мы будем способствовать сохранению этнической и языковой самобытности народов Кыргызской республики и Республики Таджикистан, а также созданию благоприятных условий для этнических кыргызов, проживающих на территории Республики Таджикистан, и этнических таджиков, проживающих на территории Кыргызской республики, деятельности общественных объединений и национальных культурных центров в контексте сохранения и развития их родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев. Отмечаем необходимость последовательного расширения сотрудничества в гуманитарной сфере. В этом направлении будут укрепляться связи в сфере культуры, образования, науки, спорта, туризма и здравоохранения, активизироваться обмены делегациями по линии средств массовой информации, научно-аналитических организаций, обществ дружбы, художественных и театральных коллективов. Мы договорились продолжить на постоянной основе активный политический диалог по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. С большим удовлетворением хотелось бы отметить исторические результаты государственного визита президента Республики Таджикистан в Кыргызскую республику. Выражаю уверенность в том, что состоявшиеся обстоятельные переговоры внесут вклад в дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Мы заявляем о своей твердой решимости поднять кыргызско-таджикские отношения на качественно новый уровень в интересах братских народов Кыргызской республики и Республики Таджикистан. Итоги государственного визита президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона, позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие кыргызско-таджикских отношений. Благодарю за внимание. Спасибо, уважаемый Садыр Нургожевич, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа. Прежде всего, хотел бы еще раз поблагодарить президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нургожевича, за приглашение, традиционное гостеприимство и радушный прием. Сегодняшние переговоры прошли в конструктивной атмосфере, в духе взаимопонимания и добрососедства. Мы обстоятельно обсудили весь комплекс таджикско-кыргызских отношений. Достигли, как уже отметил уважаемый Садыр Нургожевич, ряда важных договоренностей. Это прежде всего подписание исторического договора о государственной границе. Приняты и другие двусторонние документы, которые еще больше укрепили правовую базу сотрудничества сторон. Во время переговоров мы наметили конкретные приоритеты для совместной работы в ближайшей перспективе. Отметили важность дальнейшего поддержания регулярного политического диалога на высшем и высоком уровнях. Особое внимание было уделено вопросам практической реализации мер по укреплению торгово-экономического компонента нашего партнерства. Таджикистан и Кыргызстан обладают большими возможностями в этом направлении. С учетом этого отметили важность активизации работы межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению вопросов двустороннего сотрудничества.
договорились о ее преобразовании в Межправительственный совет и подняли уровень сопредседателей до премьер-министра. Условились, что его первое заседание пройдет в самое ближайшее время. Дали поручение профильным министерствам и ведомствам принять необходимые меры для расширения объемов товарооборота и выработки новых подходов к увеличению номенклатуры взаимно поставляемых товаров. Достигнута договоренность о повышении объема взаимной торговли до $500 миллионов. В ходе переговоров обсудили перспективы развития промышленной кооперации как фактора обеспечения дальнейшего расширения экономических связей двух стран. Мы предложили продолжить практику создания совместных производств в перспективных отраслях промышленности. Стоит отметить, что в настоящее время на территории Республики Таджикистан действует более 40 совместных таджикско-киргизских предприятий. Мы отметили большой потенциал взаимодействия в агропромышленном комплексе, а также на уровне регионов. Договорились расширить сотрудничество двух стран в области гидроэнергетики. В этом направлении важное значение имеет реализация региональных проектов, прежде всего КОСА-1000. Приняли решение учредить совместную водохозяйственную комиссию. В центре нашего внимания были вопросы развития сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций. Мы подчеркнули актуальность взаимовыгодного использования транзитно-транспортных возможностей друг друга в целях обеспечения устойчивого развития экономик двух государств и региона в целом. Профильным ведомствам даны поручения принять практические меры по возобновлению между нашими странами авиаперевозок, а также автобусных маршрутов, в том числе между приграничными регионами. Мы уже дали поручение с завтрашнего дня, начинается первый день открытия авиарейсов Душанбе, Бишкек и Бишкек-Душанбе и Бишкек-Худжан. В ходе переговоров мы уделили внимание культурно-гуманитарным связям. Высказались за развитие сотрудничества в сфере науки и образования, культуры, туризма, молодежной политики и спорта. Мы также рассмотрели проблематику вызовов и угроз безопасности. Обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, организованной трансграничной преступностью, включая киберпреступность и незаконный оборот наркотиков. Договорились усилить координацию работы спецслужб и других профильных ведомств по этой линии. Наши страны продолжат практику поддержки инициатив друг друга в рамках международных и региональных организаций. В целом, результаты сегодняшних переговоров позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие отношений между нашими странами. С подписанием сегодня договора о таджикско-кыргызской границе мы с уважаемым Садыром Нургожоевичем договорились в скором времени заключить договор между Республикой Таджикистан, Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ. Этот документ мы планируем подписать в рамках предстоящего в древнем городе Худжан празднования Международного дня Навруз. В целях продолжения нашего конструктивного диалога я с большим удовольствием пригласил уважаемого президента Кыргызской республики Садыра Нургожоевича Жапарова совершить ответный государственный визит в Таджикистан в удобное для него время.
Благодарю за внимание.